жизнь, если они сложат оружие. Геннадий Трошев прилетел в Центарой, чтобы лично поздравить Кадырова с назначением на должность главы Временной администрации Чечни в родном селе Мухте. Тебе удачи на этом поприще, на этой новой должности. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Разговор между командующим и Кадыровым, на котором прессу попросили не присутствовать, продолжался более часа. Все это время во дворе дежурила охрана, а рядом играли два внука Муфтия. Выйдя к журналистам, Ахмад Хаджи Кадыров заявил, что среди первоочередных задач его администрации завершение военных действий, восстановление экономики и возвращение беженцев. По словам Кадырова, он рассчитывает на поддержку всех, кто хочет мира в республике. Кадыров не исключает возможности переговоров с теми полевыми командирами, кто не запятнан кровью, и готов говорить и с Масхадовым. С ним может быть один предмет разговора, чтобы он, значит, обратился, чтобы сложили оружие. Что это бессмысленно, что мы, значит, не оправдали, пусть он должен обратиться к народу. Я это говорил и сейчас говорю, Аслан, чтобы он обратился к народу и сказал: простите меня, я не оправдал ваше доверие. Я хочу еще обратиться к полевым командирам. Я их, значит, призываю, чтобы они пришли ко мне. Мы, значит, найдем общий язык, и я могу гарантировать сегодня им жизнь. Как сказал глава Временной администрации Чечни, тейповая принадлежность не будет иметь значения при формировании новых органов власти. Отвечая на вопрос о личной безопасности, Кадыров сказал, что знает о возможностях новых покушений на свою жизнь, но не боится террористов. Если они охотятся на меня, я буду на них охотиться. Вернее, мои люди будут охотиться. Или они, или я останутся. Кто-то в Чечне должен быть один. Тут должен быть порядок, я знаю, тут должен быть закон, тут должны люди жить. По словам главы Временной администрации Чечни, его резиденция будет в Гудермесе, но со временем может переместиться в Грозный. Алексей Зинтинов, Денис Алексеев, Дмитрий Волков и Сергей Нащекин. ОРТ, Чечня.